Техника ломается, дома холодно. Жители деревни Осоргино Уфимского района жалуются на многолетнюю проблему с электричеством. Мощности не хватает для населенного пункта. Особенно это ощущается зимой. Пару лет назад в Осоргино установили новый трансформатор, а вот подключить его по всем правилам забыли. Динара Таймасханова продолжит. Она вот медленно крутит, она не греет абсолютно, потому что блюдо вытаскиваешь, она холодная. Проблема Ахтареевых вовсе не в плохой микроволновке, а в электроэнергии, мощности которой едва хватает. Лампочка горит почти как свеча, новый холодильник ломался уже не раз. При этом за электричество многодетная семья, с их слов, ежемесячно платит более 9 тысяч рублей. И ситуация эта знакома почти каждому жителю Осоргино. Почти 16 лет, как мы купили этот участок, с тех пор вот проблема постоянно. Горит техника. Вот у нас лично 2 холодильника сгорело. Пока мы вот людей обходили, опрашивали для суда, то есть у каждого второго что-нибудь сгорело. Микроволновка, стиралка. Вот на той улице сгорел щиток, да, то есть вот у всех все горит. Да, то есть проблема есть везде. Напряжение в электросетях резко возрастает днем, когда многие на работе. Отсюда скачки и поломки техники. Со слов жителей деревни, энергию постоянно отключают. Доходило до того, что без тепла приходилось сидеть по 8 часов. После обращений в различные инстанции в 2018 году произвели реконструкцию электролиний и обновили трансформатор. Только подключить до конца его до сих пор не могут. Конец провода у нас вот на въезде висит, но соединить, видимо, или провода не хватило, или денег не хватило. Вот единственное. И вот это вот все тянется у нас с 2018 года. Ну, насколько я знаю, значит, не оплатили подрядчику за выполненную работу, и провода поэтому не соединились. И напряжение у нас не изменилось из-за этого. Ситуацию прокомментировали специалисты энергосбытовой компании. Продажа электроэнергии входит в их обязанности. А вот за транспортировку на договорных отношениях с ними отвечают сетевые организации. На сегодняшний день, что касается поселка Осоргино, массовых обращений нет. В энергосбытовую компанию поступило 2 обращения буквально в последние дни. На сегодняшний день направлены запросы сетевой организации, мы ждем от них ответной реакции. Снижение качества электроэнергии зачастую связывают с быстрым расширением населенных пунктов и, соответственно, увеличением потребления электроэнергии. Однако согреться замерзающим жителям деревни эта информация точно не поможет. Динара Таймасханова, Шамиль Каримов, новости, Уфимский район.